Афанасий Николаевич Осипов, генеральный директор национального наш праздник и членов правительства Республики Саха-Якутия, народных депутатов Государственного собрания Ильтюмен Республики Саха-Якутия, руководители предприятий и организаций, представители творчества, президент Республики Саха-Якутия Вячеслав. Дорогие друзья, сегодня в жизни нашей республики особый день. И вот это замечательное событие, открытие нового здания Национальной художественной галереи, это событие не только для нашей творческой интеллигенции, не только событие для наших художников, графиков, но это событие и для всей республики. И далеком день, когда мы будем с вами отмечать 80-летие со дня создания нашей Национальной художественной галереи, сначала в форме художественного зала при Якутском государственном музее, затем по мере своего развития уже в форме Национальной художественной галереи. Но впервые, пожалуй, за эти 80 лет мы теперь будем иметь возможность почти в полном составе представить экспозицию бесценных сокровищ, которые хранились у нас в запасах. Республика Саха-Якутия при поддержке президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации переживает такой период своей жизни, который связан с экономическим ростом. Каждый год мы вводим какой-нибудь крупный объект. Некоторые из этих объектов, такие как Вилюйская гидроэлектростанция или Тюрбинский городовой комбинат, имеют общенациональное значение для Российской Федерации, не только для Якутии. Некоторые объекты можно называть проектами века, таких как строительство железнодороги до Якутска, дальше до Магадана, которая открылась в этом году. У нас очень много социальных проблем, которые приходится решать. Но очень важно, чтобы за всеми этими заботами, большими заботами, масштабными проблемами, мы не забывали фундамент, для которого должно строиться воспитание человека. Это образование, это культура. Потому что развитие нашей страны, ее успехи в 21 веке будут зависеть не столько от материальной культуры, сколько от того, каким будет человек. Вот почему в Республике Саха-Якутия последовательно осуществляется программа развития общего образования, программа развития наших высших учебных заведений, специальные программы, которые утверждены Государственным собранием Республики Саха-Якутия, носят статус. Вот почему уделяется внимание созданию материальных основ, материальной базы для развития сферы культуры и духовности. Введены новые объекты, спортивные сооружения, введен государственный цирк, восстановлены храмы, самый крупный в республике, Алекминский храм в этом году. Вот, наконец, мы открываем нашу картину галерею. Это особенно важно именно в этот период времени, когда после десятилетия переходного периода наша страна, великая наша Родина Россия, начинает обрекать сама себя, нашла уже, наверное, путь свой в будущее, осознает себя в окружающем мире, понимает свои преимущества. И очень важно, что именно в этот период времени мы должны опираться и на духовные достижения прежних поколений, на вековые традиции, которые у нас есть в России, и создавать условия для творческого развития человека в будущем. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, я от всей души хотел поблагодарить наших гостей, которые прибыли к нам и с далеких берегов Балтики, и с берегов Тихого океана, для того, чтобы разделить с нами эту нашу радость. Я хотел бы выразить также личную благодарность строителям, которые осуществили этот проект, заместителю председателя правительства Василию Грабцевичу, нашей генеральному заказчику, службе генозаказчика при правительстве Республики Саха-Якутия, нашим подрядчикам, потому что строительство считали наши якутские фирмы, прежде всего генеральный подрядчик Якутстрой. Конечно же, я не могу не выразить искреннюю благодарность коллективу Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, который принимал самое активное участие в этом строительстве. Поздравляю всех с открытием прекрасного такого храма. Надеюсь, что он всегда будет наполнен людьми, что он не будет просто холодным пустым залом для демонстрации картин, а будет центром творческой жизни Республики Саха-Якутия. Спасибо вам, поздравляю. Указ президента Республики Саха-Якутия о награждении государственными наградами строителей, участвовавших в реставрации здания Национального художественного музея. За заслуги в области строительства республики и многолетнюю добросовестную работу
наградить грамотой президента Республики Саха-Якутия с вручением золотых именных часов Бичокова Александра Николаевича, главного специалиста государственного унитарного предприятия «Саха-Внешстрой», город Якутск. Знак отличия «Гражданская доблесть» вручается Сергееву Семену Афанасьевичу, архитектору проектов открытого акционерного общества «Саха-Проект», город Якутск. Благодарность президента Республики Саха-Якутия вручается коллективу открытого акционерного общества акционерной фирмы «Якутстрой», город Якутск. Генеральный директор Олег Эдуардович Кутюков. За заслуги в области культуры, научно-методическую помощь и сотрудничество музейной деятельности Республики Саха-Якутия наградить знаком отличия Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть» Петровского Михаила Борисовича, директора государственного России, город Петербург. За заслуги в области культуры, большой вклад в развитие изобразительного искусства республики и многолетнюю творческую деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия» Гаврилеву Кириллу Петровичу, директору Якутского художественного училища имени Романова, Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, город Якутск. И большой вклад в развитие музейного дела в республике наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Габушеву Асю Львовну, генерального директора государственных учреждений государственных Республики Саха-Якутия Вячеслава Штырова Неустроевой Галине Гаврильевне, заместителю генерального директора по науке Государственного учреждения Государственного музейного художественного комплекса «Национальный художественный музей» Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, город Якутск. Галине Афанасьевне, заместителю генерального директора по хранению и реставрации Государственного учреждения Государственного музейного художественного комплекса Национальный художественный музей Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, город Якутск. Президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штыров. Уважаемая Ася Львовна, я хотел бы подарить вам из музея картину. Это картина сербского художника 20 века, она подлинная. Эта картина была подарена мне в день моего санкт-петербургского должности президента Республики Саха-Якутия. Я надеюсь, она найдет место в нашей художественной музее. Спасибо. Грамоту правительства Республики Саха-Якутия вручает заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Василий Борисович Грабцевич. За большие заслуги в области социально-экономического развития республики наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Манукяна Манука Смбатовича, директора ООО «Бениамин», город Якутск. Слово предоставляется президенту Союза музеев России, директору Государственного Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровскому. Дорогие друзья, сегодня мы здесь
представители музейного пространства, музейного сообщества России, причем очень представительство довольно широкое. Я так давно не был в таком составе на торжественном мероприятии. Вся жизнь музейная России здесь сегодня для того, чтобы поздравить вас всех с замечательным событием. Это изумительная галерея. Мы вчера имели возможность уже вечером провести тут довольно много времени, увидеть, как все тут здорово, как здорово картинам, как здорово музейщикам, и как замечательно будет идти жизнь. Вот уже об этом говорилось. Сегодня тут так и место, и вещи, и даже цветы, растения, которые будет больше располагать к тому, чтобы здесь, тут это место стало одним из самых главных центров такой культурной жизни, куда люди будут приходить с удовольствием для самых разных дел, днем и вечером. Мы очень рады. Так, страна у нас большая, страна как бы уже окрепла, но очень редко в России открывается практически новое здание музея. Это замечательный праздник, который мы с вами приехали разделить. И мы приехали от имени всех музейщиков и деятелей культуры России поздравить вас и поблагодарить за это событие, поблагодарить и наших коллег музейных, и деятелей культуры Якутии, и все руководство Якутии, правительства президента за то систематичное внимание, которое уделяется духовной части, даже не части, духовная — это голова жизни общества, все остальное потом. За тот прекрасный пример, который Якутия подает в сфере культуры всей России. Вся Россия сейчас очень нуждается в том, чтобы вспомнить о роли культуры, о роли духовного. Чуть мы немножко в сторону материального сильно качнулись. И вот якутский пример, это вот такая же формулировка планомерного развития тех основ, опор, на которых держится духовность и культура, это очень важно для нас всех. Поэтому мы поздравляем вас всех, и мы вас всех благодарим за те достижения, за то, что сегодня происходит, то, что нам поможет в дальнейшем развитии по всей России. Уже послезавтра у нас, завтра заседание Президиума Союза музеев России, мы будем об этом говорить, заседание 3 рабочих групп Совета по культуре президента России, где мы будем тоже об этом говорить. И мы желаем всем вам, музею, и всем якутянам замечательных новых успехов и продолжения вот это прекрасное здание. От него уже как бы планируются другие кусты, которые вырастут, потому что это замечательный музейный сад и дальше рос. Спасибо большое. Слово предоставляется действительному члену Российской академии художеств, народному художнику СССР. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, уважаемый Михаил Борисович, уважаемые гости, дорогие коллеги, друзья, сегодня в духовной, культурной жизни нашей республики особый праздник. Это не просто переезд из одного здания в другой нашего художественного музея. Это новый, качественный уровень духовной жизни наших народов. Потому что это хранилище духовных ценностей, накопленных многими поколениями предыдущих наших предшественников, безвестных народных мастеров. Это будет настоящим достоянием нашего народа. Изобразительное искусство Якутии начинается с начала 20 века. Мы не так давно отмечали столетие письменной и художественной литературы нашей республики. 20 век, я бы считал, веком просвещения Якутии, веком просвещения народа Саха. Зачинателем искусства профессионального был наш прекрасный народный художник Иван Васильевич Попов. Он создавал свои произведения и прожил всю жизнь, находясь отсюда 250 километров, живя в якутской юрте Балагане. Как я говорю, наше искусство начиналось в якутском Балагане. Вот это есть воспоминания замечательного тоже комиссара, легендарного командира Строда, о том, что он увидел Мадонну в якутской юрте. Это было поразительно в 23 году. Первый из якутов, получивший высшее художественное образование, наш народный художник Петр Петрович Романов.
который был создателем Союза художников. Сам поздравляю при всех присутствующих, и это училище дало нам огромное Советского Союза. Инициатива переезда нашего музея в это замечательное здание принадлежит нашему президенту Вячеславу Анатольевичу Штырову. Как только министром, первым крупным мероприятием, актом было посещение Национального художественного музея. И тогда решился вопрос о реконструкции этой бывшей типографии. Вы представляете, эта бывшая типография как превращено по-настоящему учреждение, дворец, храм искусства, которым будут гордиться многие поколения нашего народа. Очень большую работу провели наши строители. Я хотел бы искренне поблагодарить проектантов, прекрасных строителей. С такой любовью они создали этот музей, этот дворец, этот храм искусства, что нам всем это составляет большую гордость. Хотел бы поблагодарить весь коллектив Национального художественного музея. На плечах крупных женщин легла основная тяга переезда и составления экспозиции, которая, кстати, очень хорошо сделана. Так что я всех вас поздравляю, дорогие друзья, этим прекрасным праздником. Нового здания Национального художественного музея явилось результатом плодотворной работы проектной организации «Сахапроект», генподрядной организации «Икустрой», многих субподрядных организаций. От имени строителей хотелось пожелать коллективу музея долгой и плодотворной работы в целях повышения культурного уровня жителей республики. Спасибо строителям. Ключ от здания вручается генеральным директором Госстроя Габышевым Анатолием Николаевичем. И слово предоставляется заслуженному деятелю искусств Республики Саха-Якутия, генеральному директору Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Асе Львовне Габышевой. Дорогие мои, вот стою я здесь возле 3 президентов и могу сказать, что я люблю своих президентов, и Вячеслава Анатольевича, и Михаила Борисовича, и Виталия Борисовича, потому что, когда можно гордиться своим президентом, это наверное, редкое явление. Я всегда раньше удивлялась, почему американцы так говорят о своем президенте, что я люблю его, я люблю своего президента. И вы знаете, вот когда совершаются великие дела, действительно великое дело, облачить такую оправу коллекции, которые, собственно, в 20 веке так настрадались, и так настрадался музейный народ, но вынес это все на своих плечах и внес это в 21 век, благодаря Вячеславу Анатольевичу Штырову. Это действительно так, это не высокие слова. Я стою и волнуюсь, и голос мой дрожит, и сердце трепещет, но мне хочется преклонить колени перед этим человеком, потому что за весь 20 век, а работаю я в музее, 35 лет, это произошло впервые, когда власть пришла в музей. Пришла в музей не для того, чтобы указать что-то пальцем, не для того, чтобы что-то там подчеркнуть или что-то указать на что-то. Власть пришла помочь. Власть дала благословение на дальнейшую жизнь музею. И она дала дорогу в 21 век. И за это величайший поклон. Великий поклон не от музейного народа, это в частности от всего народа Саха, потому что в нашем собрании хранятся, ну, я бы сказала, несметные сокровища, национальное достояние. Мы должны беречь и примножать это. И большая благодарность нашим строителям.
Буквально до последней секунды они всегда были вместе с нами. И, конечно, Василий Борисович, сказки Пушкина стали моей настольной книгой благодаря вам. Я приношу большую благодарность генеральному директору ГУП «Сахавнижстрой», нашему генеральному заказчику Виталию Петровичу Бабаку. Я преклоняю колени перед ОАО «АФ Якутстрой». Это наши подрядчики, это те люди, которые каждый день, каждую секунду и денно и ночно были здесь вместе с нами и продолжают быть вместе с нами. Это Олег Эдуардович Петюников, и здесь находится Андрей Алексеевич Норин, которого мы успели полюбить и даже не хотим расставаться. Андрей Алексеевич, ну где же вы? Я вас не вижу. Спасибо всем большое. Спасибо всем нашим уважаемым гостям, которые, невзирая на трудности, на занятость величайшую, на такие большие расстояния смогли преодолеть все эти трудности и быть здесь вместе с нами и разделить наш праздник на Северной земле. Спасибо. Да, и, конечно, когда мы пойдем в залы, по правую руку вы увидите две доски с именами. Это имена тех людей, которые душой и сердцем, и морально, и материально, самое главное, помогли нам оснастить наш музей. Это наши сенсорные киоски. Мы благодарим компанию «Алроса». Это информационно-образовательная зона. Это все, что вы увидите в нашем музее. Это наше министерство, ведомство. Это частные предприниматели. Каждый житель города Якутска как смог, так и помог. Потому что они понимают, что это надо беречь и сохранять. И, конечно, я благодарю наш попечительский совет во главе с вице-президентом Александром Константиновичем Акимовым. Спасибо. Сейчас будет церемония разрезания ленты, которую мы ждали 70 с лишним лет. Ты кого видишь, знаешь? Вот давай иди туда. Иди подпиши. За руки Gün erken oğlum canın ateşten kütük biyebet kümehinen küme tutan görüşte fit olundu. Allah istifit olundu. Aykalara durdun. Ulara ciyete alnımız ütüye manüküne uyutana durdun. Uruy! Uruy Aykal! Uruy Aykal! Самолет. Вот этот 70. 70. Нет, работает.
Говорят, вы сегодня отлично справились, когда они у нас были. Александр Николаевич, я вам глубоко благодарна. Стойте примерно. Хотя... Да. В Канаду. Шаман, большой интерес в училище, это наш... Это приезжал русский художник. Кафедральный собор здесь, Частная филармония, Это важно самое стояло. раннее фотография, 907 Потом он появился. Так и было, потом что снесли.